Нарядные, красивые и с праздничным настроением. Детишки свое мероприятие начали с парада, посвященного годовщине Великой Победы. К теме Великой Отечественной войны стоит подходить деликатно, чтобы рассказы не пугали детей, но формировали патриотические чувства, а также сохраняли историческую память. Ребята сегодня не просто играют сценки и исполняют песни, а будто проживают непростые для страны годы. А помнишь блинчики, чай с маминым вареньем? Опять-то Айри заговорила, чуть душ не травила. Тем чаще думаешь о ней, тем голод чувствуешь сильней. А вот и мамины шаги, я слышу. Не вздумай хныкать перед ней, дай отдохнуть сначала ей. Следующая постановка хорошо передает те самые душевные чувства, когда солдаты трепетно писали письма домой, поддерживали друг друга и были сплоченными. Вот полюбуйся картонкой земли для поддержки тела и души. Организаторы уверены, важно рассказывать детям о том, какой ценой далась победа. Ведь 9 мая – одна из самых важных и памятных дат в истории России. Присутствующие смотрят выступления юных ребят, затаив дыхание. И то, что дети могут так тонко это прочувствовать, зритель этим восхищен. Я был удивлен, как были подготовлены наши юные зрители. Им с детства прививают воспитание в патриотическом направлении. И вся эта политика, которая ведется на поддержку и увеличение знаний к Дню Победы, мне кажется, она очень важна. Знакомство с историей это является очень значимым и обязательным, чтобы дети знали свою историю, чтобы знали своих героев, об их подвиге, чтобы помнили и чтили подвиги своих дедов, прадедов, чтобы понимали, что какой ценой далась нам наша победа. Обсуждая важность мира и того, какие усилия были приложены для достижения победы над врагом, мы учим детей ценить мир. Разговоры на эту тему помогают им ощутить значимость праздника и чувствовать себя частью большой истории. Мадина Богатырева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.